Xayrli kishlar, do'stlarim, matularim. Biz Tatariston bo'yicha sayohat etuvimizni davom etamiz. Bugun biz Qozonda bo'lamiz. Qozonda qo'noqda. Bugun tamli shak-shak turini siylaymiz. Mana qarag'iz. Kazanskiy shak-shak deb atalaymi. Ular hozirgi vaqtda Vkus Rossiya konkursida qatnashadi. Men to'liq ma'lumotni postasida qo'yashaqman. Zinhar kirib, ular uchun tovush berigiz. Hozir rahim etib qarag'iz. Ketdik. Сначала на первом этапе замешивается тесто. Рецептура теста простая. В принципе, замешивается из муки, яйца с небольшим добавлением соли и соды. Дальше тесто отстаивается, чтобы палочки, которые жарятся из этого теста, они были воздушными, не просто, чтобы чак-чак не был похож на печенье, не мелкую шлепку. Тесто отстаивается в течение дня, и поэтапно его уже дальше раскатывают и начинают. В принципе, есть труд, в большей степени выполняется вручную, но есть полуавтоматическое оборудование, тестомес, в котором замешивается тесто, да, и вот такая раскатка. В принципе, она выполняется вручную, и тесто до минимальной толщины раскатывается, и далее уже пересильно вот такими ногами разъединяет. Ой, так что ли? Здесь мы уже видим, как палочки, которые получились из теста, их отряхивают от муки и уже отправляются жариться по фритюре. Это, можно сказать, подсолнечное масло, просто оно более высокого качества и с высокополовинным эффектом, оно не горит. Ну и, может быть, вы когда-нибудь сталкивались с тем, что от некоторых продуктов, когда они срок годности какой-то прошел, не срок годности, а срок жизни, то отсюда появляется такого запаха. На высокополовинном масле оно исключает этот момент, оно стоит как бы на 20-30% подороже, но все-таки продукт остается такой всегда свежий, да, в течение всего срока годности никакого запаха не появляется. Но это вот, наверное, те немногие моменты, которые мы применяем с точки зрения современных технологий. То есть, если говорить о каких-то секретов и каких-то особых рецептах чак-чака, такого наоборот нет. И мы, наверное, в большей степени отличающиеся, чем отличается наше производство, то что мы как раз не используем новаторские моменты, а именно готовим по традиционной технологии. Все делается руками, все делается из натуральных продуктов, высшего сорта, яйцо, масло подсолнечное, добавление сахара, сода по вкусу и натуральный мед. Натуральный мед, опять же, с наших пасек. Собирается он, конечно, нашими поставщиками, потому что объемы меда на производство ветряка выходят большие. В день мы используем порядка 200 килограмм меда.
потому что на выходе делаем до 800 килограмм чак-чак в день. То есть, в принципе, у нас работает на производстве 3 смены посменно, а вот в смене работает по 4 девушки. То есть одна делает первый раскат, другая нарезает, третья жарит и четвертая. Также есть и мужчины в коллективе, но сегодня такая. У нас финальный этап, то есть далее она сделала медовый сироп. Медовый сироп делается из меда и сахара. Кто-то спрашивает, почему вы добавляете сахар. Это на самом деле рецепт медового сиропа. Если не добавлять сахар, то чак-чак будет просто разваливаться. Мед будет стекать. То есть сахар придает некоторую карамелизацию, он скрепляет и делает продукт таким немножко твердым, слепившимся, чтобы он не распадался. И карамелизует мед. Если, допустим, наоборот, исключить мед, да, то продукт будет больше твердым. И будет напоминать петушки в детстве кушали, как карамель, и можно будет зубы сломать. Из этого делать сироп по рецептуре, пропорция где-то 1 к 4. То есть одна пропорция сахара, 4 пропорции меда. И вот, в принципе, в этом тоже отличие производителя. Кто-то вот эти пропорции мешает, ну, понятно из-за чего, да, потому что сахар стоит в разы дешевле, чем мед. В целях экономии. Да, в целях экономии. Ну, на выходе получается продукт немножко другого качества. То есть, опять же, запаха меда нет, да, или продукт твердый, или продукт легкий. Но каждый производитель смотрит сам, в какую нишу он ориентируется, такого потребителя он работает. Мы работаем на среднем ценовом сегменте, то есть мы не гонимся шлизной. То же самое в какой-то премиум не уходит, да, то есть, конечно, можно сделать чак-чак там башкирском меде, да, каком-нибудь там, ну, разные меда бывают по рассаде. Ну, на этот продукт есть, конечно, свой потребитель, но это не про массу. Мы делаем все-таки для того, чтобы продукт был доступен всем, чтобы каждый житель Татарстана, чтобы каждый гость Татарстана мог взять это увлечение своим выносом. Кстати, чак-чак это самый популярный продукт, который покупают в Казани как сувенир. Наверное, никто даже из наших зрителей не подозревает, как много чак-чак покупает туристов. Но, в принципе, это, я считаю, что это очень прекрасная альтернатива магнитикам, еще примерам, которые иногда где-то там лежат, а чак-чак съели, порадовались. И, в принципе, сладкое увлечение молока и меда, я думаю, прекрасный подарок. Порос тоже можно, да? Кстати, она прямо, да? Компания «Чакчак» номер 1 представляет чак-чак казанский на конкурсе «Вкусы России». Голосуйте за нас, голосуйте за продукты Татарстана. Быстро здоровья!